И в этом выпуске программы «Интервью» поговорим о развитии спортивной гимнастики в республике, новых перспективах и звездочках среди воспитанников. И об этом нам расскажет Павел Лавриков, мастер спорта России, тренер высшей категории и тренер Центра гимнастики Республики Башкортостан. Здравствуйте, Павел Вячеславович. Здравствуйте. Итак, какое-то долгое время, даже, скажем, десятилетия, именно мужской гимнастики, не женской, в республике не было в силу некоторых обстоятельств, не было условий. Теперь совершенно другие условия, есть новый центр, и вы один из тех, кто вот с нуля начинает растить ребят. Вот насколько это непросто, как раз-таки с нуля их начинать обучать, растить новых чемпионов. Вообще они появляются? Со временем появляются. Насколько непросто работать? Работа тренером – это всегда непросто. Ты постоянно должен предугадывать состояние спортсмена, его настроение, настрой, прогнозировать. Очень много факторов, которые должен тренер наперед планировать и угадывать. Но ребятки сейчас ходят в центр, есть они? Ребят очень большое количество сейчас ходит, тренируются. В основном это младший школьный возраст, начинающие гимнасты, в перспективе которых мы надеемся увидим на российском и международном уровне. И некоторых даже уже видим, но об этом мы еще поговорим и вернемся. Вообще я хотела бы рассказать зрителям, почему выбрали именно вас. А у вас интересная и уникальная история появления в республике, в Уфе. Вы приехали из другого города. И расскажите эту историю. Насколько я знаю, за вами даже подтянулись 3 воспитанника. Все-таки из Новосибирска вы или из Екатеринбурга, потому что воспитанники, которые перешли в Уфу за вами, они именно из этих разных городов. На самом деле ситуация очень интересная, лично моя. Расскажу, закончил я свою спортивную карьеру в городе Челябинск, выступал за сборную Челябинскую область, за Уральский федеральный регион, спортивная школа ЧТЗ. Закончил карьеру, переехал в родной свой регион Ханты-Мансийский округ. Начал трудовую такую прям насыщенную тренерскую деятельность именно там. И уже вместе с семьей мы переехали в Екатеринбург. В Екатеринбурге я работал с заслуженным тренером страны, китайским Петром Александровичем, тренер Давида Белявского в одной бригаде. Были хорошие мальчишки, результаты, но много факторов, которые мы вместе с семьей приняли решение стартовать дальше в другой регион. Вот. По мальчикам, которые появились, мальчики действительно из города Новосибирск. Ну, 2 из них, это Мун Хей Дё и Глеб Редькин, они переехали вместе с родителями, здесь даже, видимо, нашли место жительства, да? Глеб Редькин попал в сборную России юношеский состав в 22 году. Мунхей показывал тоже хорошие результаты, был кандидатом в сборную, но немножечко не хватало, потому что еще молодой гимнаст, еще нужно было посмотреть на него. Сели, как говорится, семейным советом приняли решение, что нужно дальше стартовать. Это было очень непростое решение, потому что здесь очень много факторов, да, должно сложиться. Естественно, желание у спортсменов и у их родителей оно было. Здесь самое главное было это поддержка семьи. Вот. И когда ты получаешь поддержку семьи, это тебя мотивирует. Ну, 2 мальчика переехало с семьей, а 1 мальчик переехал без родителей. Сколько ему лет, как его зовут, и расскажите, как вы его взяли себе. Да, мальчика зовут Антипин Лев. 2015 года рождения, очень перспективный гимнаст. Я называю его маленький танк, да, потому что он в свое время, в свой возраст, он опережает на 2 разряда своих сверстников и на 2 года, кто его старше. То есть это очень такой перспективный гимнаст, и
мне было очень тяжело с таким прощаться. Очень было сложно убедить родителей его, чтобы они пошли на этот шаг, потому что сами они, как Глеб с Мунхеем, с родителями уехали, и там все просто. У Левы ситуация семейного характера и личного характера не позволяла, чтобы они вместе уехали из Екатеринбурга. Да, мама не смогла. Да, поэтому мы опять же с семьей посовещались и взяли на себя такую ответственность, чтобы Лева жил вместе с нами и продолжал свою спортивную карьеру. Как вы сейчас обосновались все вместе на новом месте? Нравятся ли вам условия в центре? Хватает ли, не знаю, основного зала, какого-то дополнительного тренировочного, там, разминочного и так далее? Все-таки новое место, новый город, новая инфраструктура. Обосновались очень здорово, нас приняли со всеми условиями, а условия шикарные. Действительно, я уже говорил, что зал соответствует полностью всем современным стандартам, мировое оборудование, плюсом вспомогательный инвентарь в малом зале. И в основном зале все имеется: гостиница, восстановительный блок, медблок. То есть все есть в одном месте, чтобы никуда не выходить, не переходить, а заниматься делом. Хочу отметить, что я не один все это делаю. Трудится вся семья, семья большая, 3 детей. Супруга также работает в центре хореографом, помогает. То есть вот эти все красивые носочки, колени, осаночка, то есть это ее работа в том числе. Ну и помимо таких обыденных бытовых систем, да, там, встретить, увезти, ну это тоже, это непросто. Все трудятся, чтобы был результат. Бабушки, дедушки, дети, то есть все в пределе. К вам вопрос как профессионалу, который сам прошел всю эту школу от нуля и до мастера спорта России, до тренера высшей категории. По статистике из 100 ребят, сколько останутся и вырастут до юниорского или взрослого уровня? Ну, за мою практику из 100 ребят, вы имеете в виду до сборной России? Да, сборной юниорской России или взрослой уже, да. Очень сложно сказать, что из такого количества попадет хотя бы один. Здесь зависит условия, желание и внутренний фактор, плюс внешний фактор. Это какой? Это здоровье, потому что все они на младшем школьном возрасте, как говорится, похож на гимнаста. Они приходят там маленькие, ручки, ножки коротенькие, гибкие, сильные. Мы смотрим, да, понимаем, что из него может что-то получиться. Все-таки на физику вы смотрите, на физические данные, да, параметры. Да. К этому вернусь, там, продолжу. И интересный момент. Начинается пубертатный период, когда мальчик переходит в подростка, из подростка в мужчину, так скажем, да, и у него начинаются изменения в организме, растет, а нагрузка большая. И начинаются вылазить болячки, там, суставные. Ну, очень сложно спрогнозировать. Можно говорить, да, у мальчика есть все данные, чтобы в будущем показать результат, а в практике, как он пройдет этот период, справится ли он? Большой вопрос. То есть предугадать практически невозможно, что ждет. Поэтому такая работа тренерская, она, те, которые прошли там уже там, цикл олимпийский, готовя там спортсмена, и он там был в сборной или на подступе туда, и он там бросает гимнастику, тренеры понимают, что насколько это тяжело морально, понимая, что ты вкладываешь в него душу, жертвуешь, там, семьей уезжаешь на старты постоянные, практически круглогодичные, чтобы вы понимали, молодежный состав, основной состав минимум 220 дней проводят в командировках. Их дома нет. Посвящают свою жизнь
чужим детям, своим воспитанникам, идут дальше с ними покорять Олимп, так скажем, да. И он раз и заканчивает. И это, как говорится, счетчик обнуляется, и тренер начинает все сначала. У вас сейчас сезон, он заканчивается или нет? Сейчас какой момент? Перед отпуском, перед сборами? Вот вы только что вернулись со сборов. Будут ли сборы в Уфе? Какие планы в целом на этот год? Могу точно сказать, что следующая поездка будет в июне на учебно-тренировочное мероприятие «Озеро Круглое». Сбор 3 недели в составе сборной. Также Глеб с Мунхеем будут участвовать. В плане 2 международных соревнования. В 2024? Да. Попадут ли на подготовку, состоятся они, сказать сложно, потому что обстановка напряженная. В Ереване был открытый чемпионат Еревана, где мужская сборная молодежного состава выиграла командой, и Духно Арсений выиграл многоборье, абсолютное первенство. Это очень здорово, что несмотря что у нас мало стартов, ребята выехали и выиграли команды, выиграли абсолютное первенство. Сегодня проходит финал, я думаю, что и в финалах они очень достойно поборются. Павел Вячеславович, спасибо вам большое, очень было интересно узнать, что у вас впереди много работы, сборов и соревнований. И мы узнали, к чему стремится мужская гимнастика в регионе. Спасибо вам огромное. Напомню, это был Павел Лавриков, тренер высшей категории, тренер Центра спортивной гимнастики Республики Башкортостан. Спасибо, всего доброго.